Добрый день. Нас Шишков учится в 3 классе в школе Агигата. Представляем мой тему. Это энциклопедия про сказочную 6 якутской мифологии. Цель это было собрать всех известных 6 якутских сказок и мифов в одну книгу. Почему? Потому что по всему миру есть такие прекрасные книги про мифов и легенд разных народов. Почему бы не создать свою книгу про якутскую мифологию? А мои задачи были вот такие: исследовать якутские сказки, мифы, легенд. Во-вторых, это изучить якутскую мифологию в книгах якутской мифологии в одну книгу. А в-третьих, собрать всех известных персонажей в якутской мифологии в одну книгу. А в-четвертых, разработать собственную версию энциклопедии, используя материалы. В-пятых, создать иллюстрации с помощью графического планшета на компьютере. Это была моя главная цель. Давайте посмотрим, что внутри моей книги. И, кстати, я эту работу делал еще в подготовительной группе в детском саду. И прошло 4 года, как мы до сих пор заканчиваем. Сперва были только лишь наши иллюстрации, и все. А сейчас у нас иллюстрации из сказок, из книг, и природные материалы, и из интернета. Чтобы было интереснее, мы слева сделали наши иллюстрации, а справа иллюстрации из сказок, из книг, и природные материалы, и, конечно же, интернетные. Первый у нас Абаси, и в них есть 3 вида: средний, нижний и верхний миры. Абасные — это 2 мира, то есть верхний и нижний мир. Они могут убить человека. Мы сделали оберег 5 глаз, или по-якутски без хараха. Следующее у нас это Ала-Мангус или Мангус. Мы достали его волосы, это прядь волос Ала-Мангуса. Он великан на 3 метров, и он реально мог съесть человека. Он был людоедом, жадным и всегда голодным и толстым. Следующий у нас Байбану. Он старик, он очень большой старик. У него медвежья шкура, рысья шапка и оленьи роги. Он хозяин природы и дух охоты. Чтобы повести на охоте, надо покормить Байбаная. Следующий у нас Быхолда. Мы даже измерили длину рога быка Холда. 1 рог — это 39, а вот 39 плюс 39 равно 78. Это все роги быка Холда, то есть 2 рога. Это 78 метров. Следующий у нас верхний, средний и нижний миры. Это представляет себе наш мир, верхний мир, где живут божества и боги, и нижний мир, где живут демоны и дьяволы и сады. В нашем мире есть дерево по имени Алукмас, которое соединяет наши миры, все 3 миров. Следующий у нас Кёбалох, или его имя Кёбалох, или он хозяин рек и озер. Он старик. У него есть борода из водных струн или из водорослей. Следующий у нас будет дух огня Хатантемири. И вы знали, если дерево, которое попало в молнию, будет священным для обряда. Следующий у нас Яксис Хатун. Она богиня, которая дает семью. И следующий у нас Аймаконское чудовище. По словам охотника, он такой: длинные шеи, пасть как у крокодила, бараньи роги, и у него длинный хвост, кожа фиолетовая, 4 плавника. Это земля Лабункарского озера, то есть или Аймаконского озера. Следующий у нас Селикин. Он человек, но у него нет бровей. У него роги как козлов, у него хвост
вместо носа у него поросячий, и у него копыта вместо ног. И вы знали, с ним можно беседовать с колдовском доской. Он любит играть в карты. Если выиграешь, получишь деньги. А если с лучи света попадут на деньги, оно превратится в мох. И они могли предсказывать судьбу, и они жили на глубине озер и рек. Следующий у нас чечетка. Чечетка, он мальчик или девочка. Он маленький и рыжеволосый. Он обитает в старых домах и заброшенных постройках вдали от людей. Он появляется только детям, которые остаются одни дома. Любит с ними играть. Но если те обижают его, он начинает их дразнить и ломать его игрушки. Если человек, когда взрослый приходит, тогда он ошибается. Следующее у нас удаганки. Удаганки, они могли превращаться в любых животных. И у них есть кони с крыльями. У них есть якутская бендунор. Они могли превращаться в аркану. Следующее у нас икага. Есть лунный камень, который мы достали. Следующее у нас это бизоны-ликаны и Нырское-Нагорье, где было найдено их кладбище бизонов и их стадо. Это якутский замок храм Диасид исходит от них. Но как от них исходит этот храм Диасид? Потому что, когда они кушали траву, они кушали полезные ископаемые, которые внутри становились храм Диапсидом. Следующее у нас шаманы. Это явный шаман-экспонат музея. Это якутская бендунор, как у таганок. И вы знаете, что шаманы могли подниматься только на 7-е небо, а у таганки на 9-е. И шаманы могли только присутствовать 3 животных. Это медведь, волк и ястреб. И большинство шаманов темные. Следующий у нас чучуна. Он как йети по-американски. Это огненный лук чучуны. И мы даже достали из архива документ, который доказывает, что чучуна существовала. Следующая моя большая работа – это карта Якутии. Мы нашли даже местонахождение Алама-Нгуша. Он жил между Сунтаром и Вилюском. Потому что вот это Халгума Рахара Рахарой дойдуга Оларбатапета у Аламагус. Об холод выходит из ледовитого океана, принеся с собой зиму, а бизоны в Нырское-Нагорье Аймаконского района. И там был этот аймаконское чудовище. А вот мы взяли 3 самых известных удаганок. Это калмышка шаманка, самый древний захороненный шаманка, ей 3600 лет. Удаганка Агриппина жила в Жиганске, а Анна Павлова в Вилюске. Следующий наш шаман, это Музей Карагена, он жил на Зиганском наследии и на Чешском улусе Нинган М4. Потом. А вот Чучуна гора Джигджур и Верхоянский и Жиганск. Следующий у нас Илька. Можно не предположить, что она жила в центральной Якутии, в Хангалском улусе. Потому что в то время говорили, что девушка имела обычай поклоняться Луне для счастья. Спасибо за внимание.